Здравствуйте! В эфире новости на телеканале АТВ. Главные новости на сегодня. Гала лауреатов 2016 в память Тудора Церны. От буквы к слову. Каждый год среди учеников различных школ проводятся районные и республиканские олимпиады. Вручение почетных премий прошло в городе Дроке в рамках мероприятия под названием «Гала лауреатов 2016». В этом году для победителей, занявших первое место, были подготовлены особенные поощрительные призы. 55 ребят были награждены туристическими путевками, а еще 50 путевок получат дети из социально уязвимых семей. Подробнее об этом смотрите наш сюжет. В рамках мероприятия «Гала лауреатов 2016» в городе Дроке были вручены премии самым лучшим ученикам и лучшим учебным учреждениям района за выдающиеся успехи в районных и республиканских олимпиадах. В районе Дроке состоялась «Гала лауреатов», то есть гала учеников, которые показали лучшие результаты в рамках школьной и внешкольной программы. Надеемся, что ученики еще прославят район Дроке на будущих олимпиадах и вернутся с еще большим количеством первых мест. Подготовка к олимпиадам – задача не из легких. Нужно прилагать большие усилия, уверяют ученики. Подготовка к олимпиадам начинается с самого начала учебного года и порой занимает очень много времени. Призовые места на республиканской олимпиаде даются совсем нелегко. Ученикам, которые заняли первые места, районный совет вручил и туристические путевки. За хорошую подготовку ученикам, которые заняли первые места на республиканских и районных олимпиадах, выделили бесплатные путевки. Первым 10 учреждениям по 3 бесплатные путевки и остальным по 1. В «Гала лауреатов 2016» было отмечено премиями 300 призеров районных олимпиад и 20 республиканских. Районный совет выделил для победителей олимпиад 55 бесплатных путевок. Еще 50 получат дети из социально уязвимых семей. В честь лейтенанта полиции Тудора Церны, павшему на службе во время сражений за защиту целостности и независимости Республики Молдова, проводится турнир по мини-футболу. Его организовывает ежегодный инспекторат полиции города Неспарень. В состязании приняли участие 18 команд из гимназии района Неспарень. В этом году мероприятие началось с памятного митинга, в котором приняли участие и представители местной администрации. Подробнее проведение мероприятия – наш следующий сюжет. Ежегодный инспекторат полиции Неспарень организует турнир по мини-футболу, посвященный лейтенанту полиции Тудору Церны, павшему на службе во время сражений за защиту целостности и независимости Республики Молдова. Мероприятие началось с памятного митинга, в котором приняли участие представители местной администрации. Помните, никогда нельзя забывать великих предшественников народа, особенно тех, кто пожертвовал собой, защищая родину и молодое поколение, кто пал на поле боя, будучи уверенным, что сегодня кто-то из вас станет победителем, но главным победителем останется Тудор Церна. Ведь в народе говорят, если вспоминать человека, он будет жить вечно в наших сердцах. Este un prilej bun pentru dumneavoastră de a avea. Это хороший повод для вас определить свою конкурентоспособность, силу, поучаствовать и узнать каждую из команд. Мы желаем вам успехов в этом состязании. Пусть победят самые сильные и храбрые. Curajos cei mai puternici. Aceasta este un început foarte bun. Это очень хороший старт. Может и для комиссариата полиции, может и для всей страны. Это уникальный случай, когда начинается более глубокое сотрудничество между органами правопорядка и спортивными школами. Мы рады тому, что сегодня рекордное количество участников. Здесь присутствует 90% учеников всех гимназий района. Надеемся, что в будущем сохранится это массовое участие. В этом году в состязании приняли участие 18 команд из гимназии района Неспарень. Команды из гимназии Болдурешт, Штефан Челмари и Михаил Минецку встретятся снова 28 мая на финальном поединке. Председатель партии социалистов Игорь Додон настаивает на внедрении реформы государственного устройства Республики Молдова путем придания Гагаузии и Приднестровью статуса субъектов федерации. Игорь Додон считает, что только при федеративном устройстве государства удастся разрешить приднестровскую проблему и объединить страну.
Еще 3 компании из Гагаузской автономии получили право на использование товарного знака «Гагауз Маллары», являющегося собственностью ОТО «Гагаузия». Речь идет о предприятиях «Стамком СРЛ», «Бас-Трактор СРЛ» из села Тамай и компании «Галиат Вита», функционирующего в муниципии Камрат. Церемония подписания договоров на использование товарного знака состоялась в исполкоме Гагаузии в четверг, 26 мая. В течение года эти компании будут выпускать продукцию под знаком «Гагауз Маллары» бесплатно. 26 мая состоялось заседание Совета регионального развития Гагаузии. Одним из основных вопросов повестки заседания значилось утверждение списка приоритетных проектов, вошедших во второй этап конкурса на 2016 год. Из Гагаузской автономии в Министерство регионального развития Республики Молдова было подано 17 проектов, из которых 9 были признаны наиболее приоритетными. Эти 9 проектов на общую сумму 203 миллионов леев и были утверждены на состоявшемся заседании. Проекты будут реализовываться за счет средств Национального фонда регионального развития. Один из них, реконструкция дороги Ферапонтив-Кавдарма-Кириет-Лунга, стартует уже в этом году. Проекты регионального развития касаются водоснабжения, канализации, реконструкции дорог, энергоэффективности публичных учреждений и экологии. В Одесской области есть украинская Венеция. Это поселок Вилково, совсем не раскрученное туристическое направление. В поселке можно отправиться в экскурсию на лодках, осмотреть водные каналы, узнать историю населенного пункта, увидеть богатую флору и фауну дельты Дуная. Туристам предлагают посетить винодельческий завод, увидеть крепости и погулять по городам Измаил и Килия. Но большой проблемой для туристов является способ, как добраться в этот экзотический город Украины. Так местные СМИ проложили несколько маршрутов из Киева в Вилково. Предстоящие выходные 28 и 29 мая в Авдарме пройдут международные соревнования по парашютному спорту на точность приземления. За Кубок Авдармы 2016 будут бороться 9 команд из разных стран. Соревнования пройдут уже в 4-й раз. Свое мастерство продемонстрируют спортсмены из Болгарии, Венгрии, Румынии, Канады и Молдовы. Еще одной новинкой этих соревнований станет и то, что впервые жители Авдармы, юноши и девушки смогут пройти профессиональный инструктаж тренера-парашютиста и совершить свой первый прыжок. Кубок Авдармы 2016 пройдет в рамках празднования Дня села Авдарма и организован при содействии Примарии, советников сельского совета Авдармы, Федерации парашютного спорта Молдовы при поддержке мецената села. В Тараклии была принята резолюция Третьего собора болгар Молдовы, после чего прошло празднование славянской письменности и культуры. Сразу после Дома культуры жители и гости города направились к памятнику Олимпии Апанова на возложение цветов. Подробнее о данном событии смотрите далее. Сразу после оглашения резолюции, принятой собором болгар Молдовы, уже 3-м по счету, жители и гости района перешли к празднованию Дня славянской письменности. Из Дома культуры направились к памятнику Олимпии Апанова на возложение цветов. Представители городской и районной администрации, неправительственных организаций Молдовы, посол Болгарии и Башкан Гагаузии, отдав дань памяти павшему герою, уроженцу Тараклии, вернулись обратно в зал. День славянской письменности – один из самых значимых праздников, к организации которого в районе готовятся особенно. В районе Тараклии 24 мая стало доброй традицией масштабное празднование Дня славянской письменности и культуры. Ежегодно проводится много выставок, концертов, спектаклей, конференций, творческих встреч с деятелями культуры и искусства во всех селах, посвященных этому великому празднику. Грамота всему голова, культура – это язык. Пусть благополучие и изобилие накроет вас волной с головой, и каждый день проходит под знаком удачи и любви. Живите долго в богатстве и крепком здравии. Поздравляю всех жителей района Тараклия и гостей с этим замечательным праздником. Пусть славянская культура и духовность станут основой сплочения болгар, русских, украинцев, гагаузов, белорусов
и всех национальностей, которые живут на территории Тараклийского района. Такого же процветания и лучшей жизни для своих жителей добивается соседствующая с Тараклийским районом гагаузская автономия. И у гагаузов, и у болгар общие проблемы и общие радости, чаяния и мечты, говорит башкан Ирина Влах. Поэтому для достижения целей необходимо работать сообща. Мы очень хотим, чтобы отношение к южанам поменялось не только со стороны республиканских властей, но и со стороны всех наших партнеров, которые живут в этом мире, которые искренне хотели бы работать и сотрудничать и с болгарами, и с гагаузами. Мы с вами очень открытый народ, мы с вами очень доверчивый, гостеприимный народ, и мы все хотим, чтобы юг Молдовы, Гагаузия, Тараклийский район развивались активно, потому что люди, проживающие на нашей земле, на самом деле все это заслужили, потому что мы очень трудолюбивы, и проблемы у нас одни с вами, и думаем мы с вами об одном и том же, как запустить это экономическое развитие, как создать новые рабочие места, как попросить нашу молодежь никуда не уезжать, а оставаться здесь, на юге, учиться в Тараклийском университете, учиться в Камбратском государственном университете. Я искренне вам хочу сказать, что к югу Молдовы интерес достаточно высок. Но нам с вами не надо быть пассивными, нам с вами надо быть активными. Нам с вами надо бороться за то, чтобы закон об особом статусе вашего района был принят в Республике Молдова. И в этой части вы должны быть самым важным рупором, вы должны быть толкателем этой идеи. От вас должно исходить о том, что этот закон необходим. А почему он необходим? Он необходим, чтобы болгарский язык сохранялся, чтобы болгарская культура сохранялась, чтобы традиции ваши продвигались так же, как и у нас в гагаузской автономии. Для того, чтобы сохранить свою культуру, традиции, обычаи и язык, необходимо получить особый статус для Тараклийского района. Вернулись к наболевшему и обсужденному на соборе болгар вопросу. Посольство Болгарии оказывает всевозможную поддержку в его решении. Ведь угроза упразднения района, хоть и не прямая, но все же есть, подчеркнул глава дипломатической миссии. Съществува една стратегия за ново териториално административно деление на страната. Днеска бе споменато, че Международният валутен фонд настоява също за това. Да кажем, че днеска съществува непрекъсната пряка опасност, би било малко прибързано. Но не е ясно във времето това дали наистина може да се осъществи и кога ще стане. И ако изведнъж то се случи, да ни свари неподготвени. Затова ние трябва да имаме юридически гаранции, че Тараклийския район ще се съхрани като самостоятелна административно-териториална единица. Какво значи юридически гаранции? Това означава един закон, който да предостави на Тараклийския район определение този статус, независимо как ще се казва, културно-национален или под каквато и да е форма, но да бъде самостоятелен. И този закон трябва да бъде такъв, че да не може да бъде лесно променен, независимо от политическите промени в държавата, от геополитическото състояние и така нататък. Той да закрепи този статус и той да бъде устойчив в този статус. Защото иначе предаването на региона към друг район или неговото раздробяване, това би било убийствено за българите, за българската идентичност. В сохранении культуры и развитии экономики центра болгар в Молдове заинтересован и Европейский Союз. Доказательство тому запуск проекта для Гагаузии и Тараклии более чем в 6 миллионов евро. Кроме того, работают и другие проекты. Установка систем отопления на биомассе и строительство дорог. И это еще не все. Выступил с поздравительным словом глава отдела политических и экономических отношений делегации Евросоюза в Молдове. Я также хочу отметить значимость господства права в Молдове, которому мы уделяем особое внимание. Это является краеугольным камнем отношений Евросоюз-Молдова. И, конечно, это также относится к Тараклии. Это означает, что означает интеграция Евросоюза для этнических меньшинств. Европейский Союз – это объединение не только
28 стран, но также множество различных регионов, народов и культур, включая много славянских народов и культур. Для нас культурное и языковое многообразие является источником гордости и силы. В этой связи мы приветствуем инициативу, выдвинутую молдавским парламентом, принять закон о предоставлении Тараклии особого культурного статуса. И мы надеемся, что парламент скоро обратится к этой инициативе. Мы также нетерпением ожидаем скорейшего принятия национальной стратегии для национальных меньшинств, которая обеспечит больше возможностей для изучения государственного языка. Наконец, мы призываем молдавские власти ратифицировать Европейскую хартию региональных языков и языков меньшин, которую Молдова подписала уже более 10 лет назад. Молдова должна сделать еще немало шагов, чтобы назваться демократическим государством, где соблюдены права всех ее граждан и представителей национальных меньшинств в том числе. А пока болгары страны всеми силами пытаются сохранить и развивать свою культуру, традиции и обычаи на местном, районном уровне. Это все новости на сегодня. В студии работала Елена Челак. Больше о наших новостях вы можете узнать на нашем новостном сайте atv.md. До встречи в эфире.